Короче, ехал и увидел такое елка или пихта там. А, это пихтач. Это пихтач. Я думал, елка. Да нет, елка, ё-моё. Нет, пихта. Пихтач. Да, это пихта. Я думал, у елки там столько. И там я вижу шишки. Смотрите, сколько шишек. Удивительно много шишек в этом году. Но это на пихте. И там вот у пихтачей очень много шишек. Прям издалека можно увидеть там шишки кругом. Прям до низу. Лучше, конечно, если были они на елке. Вон они, шишки-то. Это если на елке, то больше надежды, что будет больше боровой птицы, зверьки, пушнина. Здесь вон, смотрите, сколько. Клесты, может, будут тоже клесты. Прям на каждом дереве. Очень много, между прочим. Надо бы еще елку посмотреть. И здесь все пихтачи. Да, четко, красиво. Даже рябина вон в тайге. Рябины очень много в этом году будет. Рябчиков, я думаю, в этом году будет. Рябчики-то будут. Не, ништяк, нормально. Останавливался выше, на повороте. Метров 200, наверное, ниже спустился. Вот здесь такое место. Даже рогатина уже готовая. Кто-то сидел, тут рыбачил. Здесь более-менее тихое место и плещется мелочь. Вот. Ну и он тоже плещется. Будет так, может, мешаться рыбачить. Ладно, попытаемся тут порыбачить. Попробуем. Если не клюет, мы не привязаны, никто нас не будет держать. В принципе. То в воду сколько уже залетело. А, пугаешь рыбу. Вон там очень много рыбы. Уклейка. Очень много уклейки. Конечно, жалко не взял подводную камеру. Если установить там, их очень много. Сейчас спустились и туда пошли. И там всплеск. Вот здесь вот, где вот коряги. Хороший всплеск был. Или подлещик, или подъязик. Ну, приличная рыбина там, блин, плещется. Прикормил, просто отруб закинул. Сухой отруб. И уже где-то минут 15 сижу, пока ни одной поклевки не было у меня. Ну, зато просто вот сижу, отдыхаю, наслаждаюсь. Здесь на ветру сижу и меньше комаров. Хотя их хватает, но все равно чуть меньше. Если в тайге сравнить с тайгой, то их много. Ну, вот кругом рыба. Вот, ну, блин, прям кипит. Вот там очень много. Их десятки, сотни штук их. Но вот на опарыш вообще ноль реакции, вообще не клюет. Вон они опять появились. Жалко, не видно на экшн камеру. Это уклейки, обычные уклейки. Вот. Птицы поют, ветер. Как ни странно, ни одной лодки сегодня не ездит. Ну, сейчас сезон откроется, будут собирать ягоды, морожки и начнут ходить по реке. Основной транспорт у нас сейчас, конечно же, это лодка. На лодке будут ездить зимой на буране. Поклевок нет.
Бегает туда-сюда, мешает. Вот тоже достает его. О, опа, более-менее побольше. Очень много коряг. Очень много коряг, все время зацепы. Да и тулан тут еще. Шум очень много делает. Ну, уже две рыбины. Одна еще сорвалась. Как бы на берегу уже была, и практически я его отпустил. Твою дивизию. Рыба была и зацепилась, блин. Вообще непорядок. Короче, придется менять место. Рыбы много тут, но зацеп за зацепом, блин. Очередная плотва. Есть контакт. Хорош. Ой, блин. Ушла рыба. Гнаться не будем. Не наша. Опа. Очередная рыба, ребят. Но перед этим у меня одна рыбина с этого кана или как еще. С бидона у меня ушла. Ну, вместо него чуть поменьше, конечно, но поймали. Ну, есть. Хо, окунь. Окунь проглотил вообще насквозь. Даже крючка не видно. Вот это да. Такой окушок, ребят. Не крупный, но если смогу, вытащу крючок и отпущу я его. Вообще он... Ох, как там всплеск какой. Надеюсь, слышали в середине реки. Уже третий раз такой всплеск. Это, наверное, подлещик все-таки. Все он проглотил. Как налем. Ладно, ё-моё, блин. Шум от тебя. Ну-ка! Блин.
Весь в песку уже я. Собаку брать на рыбалку, конечно, это последнее дело. Не знаю, выживет, нет, но попробую отпустить я его. Надеюсь, оклемается. Может, нет. Что-то он как будто не хочет уплывать. Ну-ка, дугды! Короче, придется взять эту рыбу. Не крупная она, конечно, она что-то не хочет уплывать. Попробую еще раз. Нет, он умер. Я его, видать, поранил. Отвезу мультику. Хотел отпустить, потому что окуни покрупнее, они растут на сантиметров 20 и больше еще. Тулан! Ё-моё, блин. Весь в крови уже, я тоже очень много. О, вода тут летает, кусают. Собака поэтому туда-сюда бегает, достают его. Ну, рыбалка, в принципе, если сидеть, тут можно ловить сегодня. Каждый заброс все время поклевки непрерывно. Прикармливаю обычным отруб закидываю в гранулах, который. Там он набухает и рыба подходит туда, кормится. Самый дешевый, простая прикормка, рабочая. Вот. Можно, конечно, еще другие прикормки приготовить, но я сегодня рыбачу на отруб. Снасть у меня, надеюсь, вы уже поняли. Скользящий груз. Потом там как дробинка грузик и обычный крючок с опарышем. Вся нехитрая снасть. Если есть рыба, можете поймать запросто. Если нет, так бесполезно покупать там за 1000 рублей какую-нибудь удочку, там, снасти. Вот он сразу поклевка, моментально. Хитро он так пробует. Не знаю, как на камеру видно все это, но он поклевки идут. Очень много холостых, конечно, поклевок, но ну, сразу же, моментально. Вон и рыба. Уклейка. Это, ребят, уклейка. О. Зимой их очень мало, редко когда попадает. А летом их завались в нашей реке. Есть. Плотва. Неплохая, в принципе. Вон она. Проглотила, блин. Надеюсь, видно, вон там кипит вода. Видите? Там уклейки, там сотни штук их. Возле берега. Очень-очень много. Только вот и не приблизить их шинкамерой.
Жалко, экшн камеру не... Ой, подводную камеру не взял. Прям куча их там. Некоторые любят именно рыбалку на уклейку. Много фильмов про это в ютубе есть. Ну все. Прилетел, блин. Он там лежал на вершине. Там наш УАЗик. Тучи надвигаются. Может быть и дожди будут. Там как-то облачно становится. Ну и клев такой вяленький такой стал. Может время пришло, что вот какой-то перерывчик. Ну, посижу еще. Посижу, порыбачу, а там как повезет. Ну что, ребят, у нас полное затишье. Вообще поклевок нету. Я порвал доночную снасть. С грузом леска все там осталось. Только вот уклейка надоедает и все. Доночную снасть я переделал на обычную поплавочную. Крючок, маленькое грузило и поплавок. Попадаются уклейки. Плотва куда-то ушла. Яйца вообще нету что-то сегодня. Как ни странно. Вот. Наверное, скоро я буду собираться. Немножко посидели. Ну, где-то часа два, наверное, я уже тут сижу. Ветер стих. Вообще как-то погода меняется. Может быть, даже и, как говорил, будут дожди. Очень много коряг на дне. Много раз зацепляло уже сегодня. Но в конце-то концов я еще так и порвал донку. Бесполезно, вот нет поклевок и все. Видать, с утра вот только до определенного времени клевало. Ну что, ребят, видать, пришло время заканчивать рыбалку. Потому что, ну, не хочет брать рыба. Ладно, поймал, наверное, штук 5 только я рыбины. Так. 3, 4, 5, 6, 7 штук. 7 штук поймал. Один окушок, как вы видели. Дальше несколько штук плотвы и остальные уклейка. И сейчас вообще даже и не подходит рыба. Уже сколько сижу. Сейчас я соберу все вещи и давайте съездим где-то примерно 800 метров выше по дороге, по реке примерно с километра на там изба будет. Я с собой взял термос, еду, немножко пообедаем. Можно, конечно, здесь на лугу посидеть,
А я съезжу до избушки. Давно там не был. Уже сколько лет прошло. Зимой я там проезжал не раз, но уйди. На избушку я еще ни разу не останавливался. И там отдохнем, посидим. Заодно избу посмотрю. Там был большой ремонт, как я знаю. И буду возвращаться домой. По пути еще по возможности я буду собирать бересту. Почему по возможности? Потому что сейчас уже как бы сезон скоро тоже закончится. Береста просто не будет отходить от дерева. Все надо делать по сезону. Скажем, самые жаркие дни он хорошо отходит. Когда вот, скажем, весной, как сказать, березовый сок выходит в определенное время, потом перестает. Потом уже сезон приходит бересту снимать, тоже вот, скажем, время прошло и уже бересту невозможно снять с дерева. Примерно вот так и проходит сезон, все по сезону, как и на рыбалке. Вот было время, вот сейчас определенное время, когда клевала плотва более-менее. А сейчас вот перестал, как отрезала, и рыба вообще не клюет. Все, значит, пора заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Мне вот просто хотелось посидеть, вот просто вот хотелось посидеть тут, порыбачить, и примерно уже 2,5 часа я тут сижу. Мне хватило достаточно. Я послушал пение птиц, немножко заснял вам некоторые моменты рыбалки. Подзарядился такой таежной энергией, так скажем. Именно таежной энергией. Потому что лето короткое, уже у нас дни убавляются, и скоро уже осень наступит, а там долгая зима. Зима очень длинная. Солнца меньше будет. Пения птиц вообще нету. Даже вороны. Большинство опять вот там всплеск. Такой, и знаете, вот звук, вот как будто вот как хвостом он быстро такой вот, не знаю, слышно не было там, вот здесь прям на коряга опять всплеск такой мощный был. Какая рыба может быть? Это, наверное, все-таки подлещик. 4-й раз за рыбалку вот дает о себе знать. 4 раза вот так. Ну, на, как сказать, в верхних слоях воды он там кормится. И время от времени выпрыгивает. Не такой силой удар такой, а вот именно хвостом так. Нет, ну блин. Все-таки, наверное, подлещик. Вот. Смотрите, не знаю, видно, надеюсь. Это зимний ящик, который я сам делал, показывал видео. И пользуюсь круглый год из 20-литровой канистры. Что зимой, что летом, все время. На одной и той же. Вместо стульчика и все вещи там. У меня снасти и прикормка. Бывает там еду беру тоже сюда. Ложу. У меня сейчас на машине в рюкзаке сейчас. Сегодня. Короче, все, я собираюсь. Хватит на сегодня. Порыбачили достаточно. Это тулан лает. У реки что-то там опять. Река у него болезнь такая, блин. Все время кого-то нюхтит. Бобры, норки по берегу ходят. Выдры.
Такие зверьки достаточно есть у нас. Ондатры были очень много, но ондатры сейчас вообще, я уже не помню, когда последний раз встречал, их вообще нет. Потому что появились норки, и норки вот все, просто выбили все. Они выгнали ондатру. Съели, выгнали. Короче, перестала размножаться эта ондатра, и нету их сейчас. Тоже много было. Стреляли, добывали капканами, и шапку в основном шили мы. А продавать, в принципе, никто не принимал. А вот шапку у меня несколько, на штуки 2 или 3 шапки из ондатры было. Тоже легкая, непромокаемая, в принципе. Хорошая шкурка от ондатры. Но с норкой не сравнить, конечно. Я раньше и норки там ловил немало. Тоже один раз шил, заказал, наверное, 7 штук, наверное, норок. Из 7 штук норок у меня шапка получилась, ушанка. И сколько лет я носил эту шапку. Вообще он непромокаемый, он, блин. И мех такой вот держится. Не облысел и ничего. Потом просто вот с годами он просто износилась. Срок гарантии, как сказать, закончилась. Но шапка крепкая. Из выдры можно шапку сшить, но он как-то чуть-чуть, может, потяжелее станет. Из бобра он тяжелая шапка получается. Вообще, ну, редкость, когда у нас шапку шьют. Из куницы тоже шапку раньше шили. А сейчас все, практически все перешли на синтетику. Сейчас, блин, и из собак раньше шили шапку. Очень теплая тоже. Из собаки вообще все. Можно стельки там, пояс шить, жилетку, шапку, рукавицы из шкуры собаки. Сейчас этим никто не занимается. Даже у нас в селе, наверное, никто уже не шьет эти шапки. Вот. Все на синтетику перешли. Что России шкурки не нужны. За копейки принимают. Что и у нас в селе также уже никто не шьет эти шапки. Ладно, много болтать снова начал. Хотел коротенький ролик заснять вам, а опять уже сериал, так смотрю, выйдет.